3 федеральные партии подписали манифест об объединении. Это «Справедливая Россия», «За правду» и «Патриоты России». Что это означает, обсудим прямо сейчас в программе «Интервью». В эфире главного телеканала Республики сегодня вместе с нами Юрий Игнатьев, депутат Государственного собрания Республики Башкортостан от партии «Справедливая Россия». Юрий Викторович, здравствуйте. Добрый день. Спасибо большое, что вы пришли к нам на интервью. И также ждем от вас подробностей, что же это все означает. Ну, действительно, довольно давно обсуждался вопрос об объединении левопатриотических сил, примерно 2 года, и буквально на позапрошлой неделе на президиуме Центрального совета партии было принято решение об объединении партий, действительно, «Патриоты России» и партии «За правду». Также вчера 3 партиями был подписан меморандум, в котором декларируются некие идеологические предпосылки партий. В чем они заключаются? Давайте тоже проговорим. Ну, давайте начнем с того, что партия «Справедливая Россия» уже не первый раз объединяется. В свое время мы уже объединялись. И во что это вылилось, вы прекрасно видите. Партия «Справедливая Россия» довольно хорошую позицию занимает. Потребность на справедливость была всегда. Ну, соответственно, потребность в правде, она также на сегодняшний день имеется. Люди устали от лжи. Они хотят видеть правду, хотят видеть действия. Ну и опять же скажем, да, то, что за правду, ну действительно, люди тоже также соскучились по этим понятиям. Поэтому это чисто такие идеологические понятия, которые будут дальше транслироваться и воплощаться в жизнь уже в каких-то дальше предвыборных кампаниях, предвыборных речах. Почему именно «За правду» и «Патриоты России»? Именно вот идея объединения левопатриотических сил и, скажем так, что программы всех партий 3, они в целом подразумевают какие-то общие мысли, общие вещи, поэтому вот идея объединения на одной платформе, ну, она, в принципе, как раз это подразумевает. Ну, также звучат и предложения объединиться, кроме того, кроме этих 3 партий, и с КПРФ. Насколько это реально? Почему это тоже звучит? Безусловно, наш лидер призывает все партии левопатриотического толка объединяться в одну единственную силу для того, чтобы противостоять партии власти, которая у нас принимает в основном свои решения. Тем не менее, люди тоже хотят видеть и другие политические силы. Да, мы призываем все партии присоединяться к нам, безусловно. В новостной повестке видно, что соцопросы показывают, что за обновленную «Справедливую Россию», вот объединенная с 3 партиями, да, готова проголосовать 10% россиян. Вот как вы оцениваете эти цифры? Ну, безусловно, то, что объединение этих партий преследовал даже целью и объединение всего электората, который стоит за этими партиями. А ввиду того, что политическая повестка у всех партий единая, естественно, конечно, что «Справедливая Россия» увеличит свой электорат на этих предстоящих выборах. Это в том числе. Еще одна очень важная тема – это несанкционированные митинги. У каждой партии есть своя позиция. Вот у «Справедливой России» в чем она заключается? Ну, давайте начнем с того, что начиная с 2017 года я всегда говорил о том, что региональное отделение политической партии «Справедливая Россия» не участвует в митингах. По той простой причине, что мы действуем в правовом поле. У нас есть для этого региональное отделение, у нас для этого есть Центр защиты прав граждан, у нас для этого есть депутатский корпус, и мы все вопросы решаем в правовом поле. Но, тем не менее, «Справедливая Россия» говорит о том, что мы никоим образом не можем ограничить людей в своем волеизлиянии, да, в своих потребностях на волеизлияние, да, будь то это митинги, пикеты или что-то подобное. И именно поэтому фракция «Справедливая Россия» здесь, в Госсобрании, всегда голосовала против поправок и об ужесточении поправок в закон о митингах. Давайте перейдем к башкирской нашей повестке. Вот состоялось заседание Государственного собрания Республики. Что в работе находится, да, ну и в целом планы на 2021 год? Ну, по поводу планов долгосрочных, то повестка у нас прописана, вопросов большое множество. А именно сегодня, допустим, был парламентский час, на котором обсуждалась намного злободневная тема, это повышение тарифов за отопление. Обсуждение было бурное, заслушали всех министров, но есть пути выхода. Опять же, все это необходимо контролировать, и необходимо это все делать как можно быстрее. Как можно быстрее. Пути выхода есть, пути выхода намечены. Многие депутаты возмущались тем, что, как обычно, пытались сказать: давайте завтра, давайте проработаем это в работе. Нет, это никого не устроило, всем нужно сейчас и быстро. Ну, кроме того, вот наша фракция предложила, казалось бы, такие банальные вещи, но тем не менее, да, вот элементарные вопросы оформления договоров по ЖКХ. Между кем и кем? Между энергоснабжающими организациями. И потребителями. И потребителями. Вы попробуйте, я столкнулся сам лично, и вот мой коллега, который как раз и предложил
ввести эти поправки, да, то когда человек, там, переезжая на новую квартиру, если я не ошибаюсь, нужно заключить 5 договоров или 6 со всеми энергоснабжающими организациями. Ну, почему бы не делать какую-то некую программу, да, чтобы делать это онлайн, заключать договора онлайн? Ну, либо единое окно. Либо единое окно, потому что в период пандемии стоять в очередях вы сами прекрасно понимаете. Тем более, что сейчас ограничения на посещение, ну, просто вводятся везде. Вашу идею поддержали? Да, министр ЖКХ принял это к сведению. Кроме того, другой наш депутат фракционный предложил такую идею, что ввиду того, что очень много ответственности за увеличение тарифов ЖКХ скидываются на управляющие компании, ввести некий конкурс между управляющими компаниями, которые на основе этого конкурса там занимали бы первые места, соответственно, ну, вели бы нормальный учет теплоснабжения, соответственно, им бы было больше доверия населения, ну, соответственно, может быть, они также увеличили бы там количество обслуженных домов. То есть, казалось, элементарная вещь, но тем не менее, если это реализовать, то намного облучшило бы жизнь народа. Вы сказали, что есть выходы и решения из проблемы по отоплению. Какие видите вы? Очень много вариантов. Если я сейчас начну рассказывать... Ну, хотя бы два, вот, которые наиболее реальные, можете назвать? Наиболее реально это ужесточить контроль за управляющими компаниями, действительно. Да. Во-первых, у управляющих компаний очень мало специалистов, которые действительно понимают в узлах учета теплоснабжения. Да. Нужно каким-то образом усилить работу вообще домовых советов, которые бы отвечали за эти узлы учета и очень тесно взаимодействовали с теми же самыми управляющими компаниями, да, которые перед тем, чтобы начать отопительный сезон, с теми там же управдомами делали поверку этих счетчиков, там показывали, как это все работает, чтобы вовремя снимали показания, чтобы эти показания вовремя передавались, чтобы, допустим, данные об площади домов не разнились в общей базе, чтобы нормально выставляли счета за отопление. Потому что вот эти все такие вещи, несостыковки, понятно, что все тянется уже не первый год, но в конце концов это давным-давно пора решать. Иначе у нас такие проблемы будут возникать постоянно. Планы на 2021 год? План на 2021 год, я, наверное, дополню к тому, что объединение наших политических партий, планы партии «Справедливой России» не меняет. Мы всегда рады всем новым членам, которые будут вливаться в наш коллектив. Ну, к слову сказать, вот мы на президиуме уже приняли первые 40 человек от двух партий. Также будут кандидаты на съезд, который у нас состоится 22 февраля. Съезд партий «Справедливой России», соответственно, двух партий, которые в нас вливаются. Ну, а планы, еще раз скажу, да, то, что планы партии «Справедливая Россия», ну, конечно, законодательная работа, работа с избирателями, это работа Центра защиты прав граждан, работа регионального отделения. Ну, слава богу, вроде более-менее ситуация с коронавирусом устаканивается. Кстати, надо всем прививаться, безусловно. Какой-то выход из этой ситуации давно уже пора находить. Ну и, конечно, выборная кампания. То есть у нас выборы в Государственную Думу, выборы в городской совет. Мы будем везде участвовать. Мы уже начинаем некую предвыборную кампанию, некоторую агитацию. Поэтому как работали, так и будем дальше работать. Ну и, кстати говоря, вы вернулись из Москвы, где также состоялся президиум партии «Справедливая Россия». Вот какие основные решения, куда смотрит партия? Ну, конечно же, на президиуме обсуждались, помимо текущих вопросов, основной вопрос это, конечно, вопрос объединения. То есть обсуждались вопросы созыва съезда, вопросы созыва конференции в региональных отделениях и, конечно же, сам вопрос манифеста, который был вчера подписан. Это вот основные вопросы, которые обсуждались. Ну и подробнее хотела остановиться на теме выборов осенних. Да? Понятно, что официального старта еще, тем не менее, пока нет, но начали ли вы подготовку, в чем она заключается, и как-то будете обращать внимание на себя вот в этот период отдельно? Я скажу больше. Предвыборная кампания для нас началась еще в прошлом году, в период пандемии. По той простой причине, что мы действительно мы начали проводить пикеты, помимо там, нашей газеты, которую мы, естественно, пикетами раздавали, мы раздавали маски, мы раздавали продуктовый набор, и по большому счету у нас предвыборная кампания, она уже началась, потому что нам необходимо было помогать людям. То есть мы практически с прошлого года это начали делать, и сейчас мы продолжаем в том же духе. У нас порядка 10 пикетов в неделю. То есть это наша газета, это опять же раздача масок, потому что вы сами знаете, бывает, там, порвалась маска, там, а люди на остановках там, выпрыгивают, их в автобус не пускают. Ну, ситуации разные, поэтому они стоят с этими пакетами, с газетами, с масками. Вот, поэтому продолжаем. Да, безусловно, работа Центра защиты прав граждан тоже более-менее начинаем. Очные приемы, конечно, мы немножко сторонимся, потому что в основном люди, которые приходят, они довольно большого возраста, и ну, как бы мы стараемся дистанцировать, поэтому больше времени все-таки это какой-то телефонный разговор. Поэтому так. Мы знаем, что глава Башкортостана Ради Хабиров обратился к Государственному собранию. Да? Что вы думаете про это обращение? Какие основные сигналы услышали вы? Ну,
скажем так, давайте начнем с того, что было пройдено. Ну, безусловно, большие достижения у нас, как бы то ни было, как нашу медицину не пытались реформировать, тем не менее, прошлый год мы себя достойно показали. Да, конечно, был момент, когда были там больницы переполнены, но тем не менее в рекордные сроки была построена клиническая больница. Да, были перебои с лекарствами, но опять же это все было преодолено. Также были перебои там с масками, все было преодолено, слава богу. Поэтому я думаю, что вот это вот одно самое главное достижение. Хорошо, что в этом году у нас также планы, опять же, медицина в первую очередь. Я думаю, что вот для меня основной посыл что все-таки мы на медицину уделяем и больше времени. И тот бюджет, который мы принимали буквально в прошлом году, он в принципе как раз и отражал те посылы, которые давал глава республики. И в нем были отражены все те моменты, которые будут реализованы в этом году. А я уже говорил по поводу бюджета, да, о том, что он на 60-80% он социально ориентирован. Там затронуты все сферы именно нашей жизни, именно нашего населения. Поэтому будет все реализовано, будет все сделано. Спасибо большое за интервью, Юрий Викторович. Будем ждать вас еще снова здесь, в эфире БСТ. Сегодня с нами был депутат Государственного собрания Республики Башкортостан Юрий Игнатьев. Он представляет партию «Справедливая Россия». Мы говорили об инициативах и почему произошло объединение еще с двумя партиями. Не переключайтесь, оставайтесь на БСТ.